На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Ингушетия вновь стала центром творческих соревнований произведений киноискусства. Сегодня в республике стартовал 5-й международный кинофестиваль «Золотая башня». Программа юбилейного фестиваля насыщенная. Всего в этом году на конкурс заявлено более 50 фильмов из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также регионов России. Сегодня прошли и первые показы конкурсных кинолент. К примеру, в кинотеатре «Дружба» в Назрани зрители смогли посмотреть документальный фильм ингушского режиссера Хавы Мухиевой «Дерево», «Быть в игре» Софии Гевейлер и «О годах, прожитых не зря» Елены Кавардаковой. Все 3 фильма номинированы на премию лучшего художественного кино. Жаридат Халухоева оценила. Они мечтатели и фантазеры. Адам и Хава дружат с детства, как и их родители. Пишут друг другу письма и хранят их в дупле дерева, которое растет между домами. «Дерево» с кавказским колоритом в основе картины авторский сценарий, повествующий в жанре притча о жизни одного из северокавказских сел в 90-е годы. По словам режиссера, сюжет короткометражки родился из ее личных воспоминаний о том непростом времени, когда появились бандиты. Они грабили и убивали, а затем началась война. Фильм задумывался как полный метр, но в итоге многое сократили. Режиссер, выпускница ВГИКа Хава Мухиева, будучи ингушкой, с особым трепетом передает культуру и быт своего народа. Необходимый визуальный ряд для фильма она искала у самих истоков. Съемки фильма проходили в Ингушетии и в Дагестане. Главные роли сыграли Мухажир Далаков и Иман Исимбаева, актеры, хорошо владеющие родным языком. По отзывам зрителей, «Дерево» – достойная киноработа, задавшая высокую планку в актерской игре, эмоциональном сюжетном повествовании, профессиональной операторской работе. Но самое приятное, по мнению многих, то, что фильм вышел на родном языке. Гости показа отметили картину как новый виток развития ингушского кино. Мне очень понравился в плане того, что он передал всю ту самобытность, которая происходит у нас. Приятно видеть. Я смотрела прайс, который нам отправляли. Я думала, будет вообще кинематограф именно не ингушских режиссеров, а именно русских. Очень приятно видеть именно ингушские фамилии режиссеров. Приятно смотреть на такие фильмы. Сила духа, которая способна двигать горы и достигать, казалось бы, недостижимого. Документальный фильм Софии Гевейлер «Быть в игре» стала еще одним открытием для ингушского зрителя. Картина повествует о самых молодых игроках сборной России по футболу. Именно им предстоит завоевать кубки для своих клубов. А главное – защитить честь страны на чемпионате мира. Кино не просто о футболе, а о мечте и чуде. Александр Головин, Роман Зобнин, Александр Селихов, Магомед Аздоев и братья Меренчуки. 3 года авторы фильма наблюдали этапы взросления героев картины. В пути каждого из них большой футбол. Надежды и победы, непростые испытания и травмы, неизбежные разочарования и жертвы. Все ради исполнения общей мечты – быть в игре, объединяющей миллионы болельщиков, запоминать их фамилии. Запомнили зрители еще одного героя – Семена Калинина, ветеран Великой Отечественной войны, десантник, разведчик и партизан, который, пройдя всю войну от начала и до конца, захотел покорить небо и стал летчиком. Он нашел свою судьбу, женился и прожил в браке 53 года. Жизнь его искушала разными испытаниями, пройдя которые он, несомненно, добился успеха. Как итог, смог сохранить родину в сердце и рассказать всему миру о своих годах, прожитых не зря. Я в армии полковник Калинин Семен Симонович. Родился 12 июля 1920 года. В семье крестьянина, колхозника. Село Полюдово Калужской области, Жизинского района. Работал в колхозе, чебаном был. О годах, прожитых не зря, документальный фильм Елены Кавардаковой. Режиссер, документалист, автор и создатель более 40 документальных фильмов на историческую, военно-политическую и другие темы. Ее фильм о бесценной жизни человека и подвигах, совершенных во имя Родины, как и все представленные сегодня, занял свое место в сердцах кинолюбителей. А какую награду получит на кинофестивале «Золотая башня», станет известно уже 30 ноября, в день закрытия фестиваля. Жаридат Халухоева, Мербек Миржоев, новости 24.
Бесплатные показы фильмов будут проходить до 30 ноября во всех кинотеатрах и домах культуры республики. Завтра, во второй день фестиваля, зрителям будет представлена конкурсная программа художественного и документального кино, а для самых маленьких подготовили программу мультфильмов «Сказки народов мира». Помимо этого, запланированы встречи с известными актерами, заслуженными деятелями культуры и кинематографа. Напомню, что за главный приз статуэтки «Золотая башня» конкурируют киноленты отечественных и зарубежных авторов. Первые картины уже успели оценить и зрители в киностаре в Назране. Репортаж Микаила Тангиева. На экране представлена 32-минутная лента кинорежиссера Владимира Воронова под названием «Заповедная земля». Автор посвятил свою работу году экологии, рассказав о единственном в России и Европе природном высокогорном заповеднике в Кабардино-Балкарии. Съемки фильма прошли в 4 ущельях республики, охватив все пятитысячники, кроме Эльбруса и Казбека. Фильм учит ценить и лелеять красоту, природу. Он рассказывает об уголке Центрального Кавказа, где благодаря усилиям работников заповедника и местного населения удалось сохранить первозданную красоту природных пейзажей, флоры и фауны. Перед зрителями разворачиваются панорамы голубых озер, теснина чегемских водопадов, крутые скалы и хвойные леса. Чегем, Черек, Сукансу, Хазнедон, Безынги. Горы, горы. Вас надо любить, как материнские любят морщины. Надо так высоко парить, чтобы вам целовать вершины. Творческая работа съемочной группы проходила летом и осенью прошлого года. Однако в фильм вошли и архивные съемки, запечатлившие жизнь одного из самых уникальных заповедников нашей планеты, масштаб и красота которого не перестают удивлять и вдохновлять каждого побывавшего здесь. Народы, населяющие горные территории, очень бережно относились к сохранению особенно лесных угодий, почв, которыми они пользовались, потому что среда являлась единственным фактором, который позволял им жить и мирно сосуществовать с природой. Также автор украсил киноленту сюжетами о красивейших местах, где родились основоположник балкарской литературы Кязим Мечиев и народный поэт Кабардино-Балкарии Кайсын Кулиев. Кулиевские сакли и сегодня стоят, прижавшись к скалам. Орлы кружатся над ними, ветер гонит облака из долины, где когда-то жил зеленый аул ее матери – Жунгу. Есть клочок земли, который называется Чегем. Это начало всех начал для меня. Впервые привез я сюда маленького внука, и сегодня умыл впервые водой реки Чегем лицо моего внука. А продолжает конкурсный день короткометражный фильм «Неизвестный солдат». Режиссер, студент школы кино и телевидения Тель-Авивского университета Ефим Гробовой. Картина снята в необычном формате. Это, по сути, беседа с ветераном Великой Отечественной войны. Всего лишь одно слово собеседника возвращает его в тяжелые 40-е. Бой. Бой – это жестоко. Бой – это война. Бой, ты идешь в бой. Бой страшно. Но ты идешь. Фильмы представлены в категориях документального и игрового кино, а главный судья, конечно, зритель. Посмотрел 2 короткометражных фильма. Один был про горный заповедник, очень хорошая атмосфера там была, и второй про военного ветерана боевых действий, который воевал на Второй мировой войне. Мне все понравилось, не пожалел, что пришел сюда, всем советую. Кто получит «Золотую башню», судить рано. Впереди еще несколько конкурсных дней. Микаил Тангиев, Магомед Доскиев, Новости 24. Красная дорожка, свет софитов – все как полагается. Торжественная церемония открытия кинофестиваля состоялась во Дворце культуры Назрани. Репортаж Амины Боковой. Звук фанфар, свет ламп и аплодисменты. Так начинается самый долгожданный кинофестиваль на Северном Кавказе – «Золотая башня». На ковровой дорожке появляются главные гости фестиваля – известные артисты и творческие деятели страны. Народный артист России Алексей Булдаков. На счету актеров десятки лент, в том числе и комедии «Особенности национальной рыбалки», «Охота» и многие другие. Далее на дорожку выходит Клим Лаврентьев, заместитель председателя Союза кинематографистов России. Зал встречает каждого гостя бурными овациями. Юрий Чернов, советский и российский актер. В
5-м юбилейном кинофестивале по традиции принимают участие кинорежиссеры не только из России, но и стран дальнего и ближнего зарубежья. Как символ дружбы народов на сцене появляются флаги стран кинолент, представленных на фестивале. Все гости на сцене. С приветственным словом главы Ингушетии Юнусбека Евкурова выступает начальник отдела управления внутренней политики администрации главы Тамара Мальсагова. Надеюсь, что сегодняшний форум в полной мере оправдает ожидания взыскательной публики, станет незабываемым праздником для зрителей и для участников кинофестиваля. Искренне желаю всем участникам и организаторам кинофестиваля творческих успехов, интересных встреч, счастья, мира, добра и благополучия. А зрителям хорошего просмотра и незабываемых впечатлений. Глава Республики Ингушетия Юнусбек Баматбелевич Евкуров. И для нашей республики, и для всего Северного Кавказа, и не только Кавказа, будет иметь, надеюсь, серьезное продолжение. И хочу поблагодарить прежде всего наших гостей, Клима Анатольевича, всех тех, кто стоял у истоков создания этого праздника. Для нас самое важное является, чтобы в течение вот этих 1,5-2 часов, что вы будете у нас в гостях, а мы будем у вас в гостях, чтобы вы получили радость, чтобы улыбка освещала ваше лицо, чтобы подольше вспоминали эту нашу встречу. По традиции, открытие международного кинофестиваля «Золотая башня» ознаменовала режиссерская хлопушка. Обращается к излюбленным киноманам, собравшимся в зале, и актер Алексей Булдаков. В фестивале он принимает участие впервые. Приглашение принял за несколько дней до торжественного открытия. Собственно, я еще и приехал, во-первых, поздравить, побывать у вас. Еще хотел бы просто потрясти музыкальную общественность Ингушетии, в частности, города Назрани и Магаса, своим неповторимым вокалом. У именитых артистов театра и кино богатая творческая программа. Стихи, монологи старые, но всеми знакомые и любимые песни. В этом году на «Золотую башню» было заявлено более 40 фильмов. Среди них 6 ингушских режиссеров. За главный приз статуэтки «Золотая башня» будут конкурировать киноленты отечественных и зарубежных авторов. На суд жюри будут представлены и работы наших коллег, журналистов национального телеканала «Ингушетия». Жюри в категории «Игровое кино» в текущем году вновь возглавит известный кинорежиссер Суламбек Мамилов. Как и в прошлом году, Тенгиз Семенов будет председательствовать в номинации «Документальное кино». А вот актриса Ольга Хохлова, которая, между прочим, является рекордсменом в нашей стране по количеству сериалов, в которых она успела сняться, а их, между прочим, 138. В жюри фестиваля она впервые и уже под большим впечатлением. Я жду очень больших свершений от фестиваля, потому что я так понимаю, что фестиваль предназначен для того, чтобы в Ингушетии сделать киностудию. Представляете? То есть у вас будет Голливуд с вашими такими экстерьерами. Вот этот гигантский сад, который я увидела и по дороге из аэропорта. Вот эта чистота, этот какой-то воздух, горы, это фантастика. Хочу очень увидеть весной, как цветет вот этот огромный гигантский яблоневый сад. И хочу, чтобы вы сняли здесь, может быть, Чехова, может быть, Вишневый сад. Первый кинофестиваль «Золотая башня» прошел в Ингушетии осенью 2014 года. Главный приз по традиции – уменьшенная копия средневековой Ингушской башни. А пока в ближайшие 3 дня в Домах культуры республики и кинотеатрах пройдут кинопоказы фильмов конкурсантов «Золотой башни». Амина Бокова, Зуфра Дугиева, Адам Далаков. Новости 24. Масштабность и значимость проведения в регионе уже традиционного кинофестиваля, основные проблемы регионального кинематографа, создание оптимальных условий абитуриентам для поступления в театральные вузы. Эти и многие другие вопросы поднимались на встрече главы Ингушетии с участниками международного кинофестиваля «Золотая башня». Также прозвучали предложения по развитию кинематографа в СКФО. Тему продолжит наш корреспондент.
В Зимнем саду администрации главы Ингушетии известные режиссеры и актеры российского кино, члены Союза кинематографистов и деятели культуры. Встреча участников международного кинофестиваля «Золотая башня» с руководством республики за 5 лет проведения стала уже традиционной. Юнусбек Евкуров отметил, что приезд таких знаменитых людей в Ингушетию, так же как и проведение самого фестиваля, большое и знаменательное событие в культурной жизни не только нашего региона, но и всей страны. Фестиваль, который мы проводим «Золотая башня», он сегодня позволяет уже с каждым днем все больше и больше участвовать в этих проектах уже таких доморощенных режиссеров, продюсеров, артистов в том числе. То есть люди пытаются в этих фестивалях участвовать. И надо все-таки такие фестивали больше проводить. Это как толчок к инициативе тех, кто хочет себя видеть в мире искусства, в мире кино. Есть ли будущее кинематографии на Северном Кавказе? Главная тема сегодняшней встречи. Участники 5-го юбилейного фестиваля кино приехали с конкретными предложениями по развитию кинематографии в СКФО. Так, зампред Союза кинематографистов страны Клим Лаврентьев представил проект создания Северокавказской киностудии. По его мнению, на сегодняшний день этот вопрос актуален как никогда. На Северном Кавказе уходят старики, специалисты, кинематографисты. Следом приходит молодежь кинематографическая, среди которой меньшинство заинтересованы в том, чтобы прославлять республику, чтобы заниматься продвижением идей единства. Большинство молодых кинематографистов в кинопроизводстве заинтересованы только как в заработке. Документальное кино, анимация и, конечно же, игровое. У киностудии будет большой спектр деятельности, но особое внимание направлено именно на развитие документального кино и кинолетописи, так как приоритетной задачей киностудии будет сохранение культурных традиций народов Северного Кавказа. Финансирование представители Союза кинематографистов планируют осуществлять за счет создания кинофонда. Этот фонд может быть создан по аналогии с тем, что существует на федеральном уровне. Может быть, этот фонд создан в организационно-правовой форме фонда или автономной некоммерческой организации. Ну и кроме того, Российская Федерация в лице, по всей видимости, Министерства культуры, Росимущества. Имущественные взносы в этот фонд всех учредителей должны быть равны. Глава Ингушетии в свою очередь отметил, что наиболее оптимальное решение для финансирования киностудии – это включение ее в президентскую программу 12 национальных проектов по направлению культура. Здесь можно было бы рекомендовать и главу Северокавказской республики, и может и через полпреда, чтобы одним из таких проектов или строк в бюджете по национальному проекту культуры обязательно включить вот этот механизм по созданию кинематографии, киноиндустрии, ну и по подготовке кадров. И это как раз легло бы там на государственное бюджетирование. Для успешной работы киностудии необходимы в первую очередь квалифицированные кадры. Поэтому поддержка талантливой молодежи – не менее актуальный вопрос на сегодняшний день. Республика на протяжении нескольких лет ведет сотрудничество с ведущими театральными и кинематографическими вузами страны. В их числе ГИТИС и ВГИК. Впрочем, Клим Лаврентьев считает, что для обеспечения полноценной работы киностудии этих ресурсов недостаточно. Поэтому им достигнута договоренность с руководством Всероссийского института кинематографии о создании дополнительного курса для абитуриентов из Северного Кавказа. Набор будет вестись уже со следующего года. Также ингушские абитуриенты смогут проявить себя и в Академии известного режиссера Никиты Михалкова. Два мощных рычага. Но если мы в Академии можем получить через год, через 2 года специалистов в принципе, то специалистов через ГИК 4-5 лет. 4-5 лет. И чем скорее мы закончим эту работу, чтобы успеть к набору следующего года, чтобы был набор в следующем году.
Глава Ингушетии поддержал инициативу о создании киностудии. Вопрос, конечно, необходимо доработать, а также направить письмо на имя президента страны. Участники кинофестиваля также поделились своими впечатлениями от республики. Многие из них здесь не в первый раз. Работники киноиндустрии отметили, за годы существования кинофестиваль значительно поднялся в профессиональном уровне. В 5-м юбилейном принимают участие режиссеры документального и игрового кино. Всего заявлено 50 фильмов, 22 игровых и 28 документальных. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Сегодня Международный день сапожника. Профессиональный праздник мастеров, занимающихся дизайном и шитьем обуви, отмечает и Магомед Патиев. Своим трудом он доказывает, что труд действительно облагораживает. Обувных дел мастер Магомед Патиев зарабатывает этим семье на жизнь. С жизненными сложностями супруги Патиевы, оба с ограниченными возможностями здоровья, справляются с трудом. Но главная их радость – они воспитывают здорового сына. С подробностями Зарема Ивлоева. Утро Магомеда Патиева начинается в этой мастерской. Сапожник берется за любую обувь и дает ей вторую жизнь. Этому ремеслу он научился у своего друга. Знакомые собрали кое-какие инструменты. Так и начал обувник свое дело. Правда, заказов бывает мало, да и зарабатывать на этом получается немного. Но сидеть без дела Магомед не собирается. В немом молчании проходит вся жизнь Патиевых. Дело в том, что оба супруга глухонемые. Они женаты уже 15 лет, столько же скитаются по съемным квартирам. Долго мечтали о детях, но боялись, что ребенку передастся диагноз. Спустя 9 лет совместной жизни на свет появился Салим. Мальчик абсолютно здоров, сейчас ему 4. Он ходит в детский сад и потихоньку учится говорить. А в какие игры играешь? Кубики или машинки? Машинки. Этот скромный домик они снимают за 3000 в месяц. Правда, за коммунальные услуги уходит в среднем еще 7-8 тысяч. Вот и получается, что пенсия одного из родителей полностью уходит на жилье, условия которого оставляют желать лучшего. Я напротив Лахтажван, Так Анна Ахкам Цунгушхол. Что больной беешь слабый. И без конца Цунгушхол. И положение же калар. А говорю, ремонт я докаяться, даже к сыростях синца халень. У Магомеда родственников нет. Семье, чем может, помогает мама Заремы. Родители девушки подарили им земельный участок в Майском. Патиевы мечтают, что когда-нибудь построят на нем свой уютный дом. Когда они поженились, они полгода жили у меня. Там отдельный дом, они там ютились. Потом нашли съемную, они то в пятиэтажке жили, потом тут недалеко еще жили. Теперь этот. Тут сырость невыносимая. Вот сами видите, что тут творится. Вот только летом убирались, и вот как пошли вот эти холода, пошел опять эта сырость, этот мох, все обваливается. Ужасное состояние, конечно. Единственное, вот эта печка, что их спасает там, в спальне. А тут в кухне, пока сидишь, ноги отмерзают зимой. В благотворительные фонды семья не обращалась. Действуют ли какие-то госпрограммы для таких семей, Патиевы тоже не знают. Но бабушка Лейла надеется, что семье помогут, и зимние холода наконец перестанут быть для них испытанием, а останутся за окном собственного теплого дома. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Рост тарифов на услуги фиксированной и мобильной связи в 2019 году может составить 10 и даже более процентов. Сделали вывод эксперты аналитического агентства по итогам опроса операторов связи в 15 крупных городах. Итак, 81% операторов не сомневаются, что вырастут тарифы на услуги связи. Свыше половины, 52%, считают, что он уложится в 10%. Почти треть, 29%, полагают, что рост будет более существенным. И только 19% с оптимизмом заявили, что стоимость услуг связи останется на прежнем уровне. Останки древних воинов, фрагменты оружия и украшений найдены археологами в Ингушетии. Находки, имеющие историческую ценность, были обнаружены в районе селения Яндаре при проведении работ по реконструкции федеральной трассы «Кавказ». Сейчас на месте обнаружения, как выяснилось, древнего некрополя скифского периода раскопки ведут археологи Ингушетии и Кабардино-Балкарской республики. Репортаж Амины Боковой.
Очень важный процесс при обнаружении значимой находки во время раскопок – фотофиксация. Сейчас археологи замеряют перед фотоснимком очередное найденное захоронение, в котором покоился, предположительно, древний воин. Каменный полукруг над останками обозначает один курган. В каждом из таких захоронено по 2 человека. Это уже 101-й по счету курган, найденный историками с начала раскопок. Сейчас археологи работают над определением возраста погребений. Вот это каменное кольцо называется Кромлих. Оно являлось могильной оградкой вокруг погребений. Вот расчищенное одно сарматское погребение, а в центре каменного кольца еще одно погребение. Но в характерной скорченной позе лежит погребенный. И видите металлическое кольцо в районе кистей рук. Это характерный довольно-таки предмет для сарматской культуры. Уже того времени, когда она успела ощутить на себе влияние кабанской культуры. То есть степняки пришли сюда, активно взаимодействовали с местным автохтонным населением, и какие-то элементы автоматически перешли к ним. Древний некрополь скифского периода был обнаружен при проведении работ по реконструкции федеральной трассы «Кавказ» в районе села Яндыре еще месяц назад. Вначале были найдены украшения и детали оружия эпохи поздней бронзы, наконечники стрел, копья, мечи, а также бронзовые гривны, керамика и фибулы. Археологи не могли предположить, что самые ценные открытия лишь впереди. Под этим полем сотни лет покоились люди высокого статуса, а именно знатные воины. В их могилах также были обнаружены наборные бронзовые пояса для крепления скифского меча Акинака и десятка других предметов. Дорожные работы были остановлены и начались полномасштабные раскопки сотрудниками археологического центра имени Крупного Ингушетии совместно с коллегами из Института археологии Кавказа Кабардино-Балкарской республики. Раньше располагалось поле опытного хозяйства, насколько мне известно. И эти курганы были сильно запаханы, но тем не менее они хорошо читаются на космоснимках. Рельеф виден. Погребение относится предположительно к скифскому периоду кабанской культуры. Специалисты планируют получить более точные данные при помощи генетического исследования обнаруженных останков. Все найденные на данном этапе находки уже отправлены в Нальчик на экспертизу в Институт археологии Кавказа. После проведения реставрации найденных артефактов они будут возвращены в республику. Большинство могил погребений разграблено еще в древности было, но те крупицы материальных находок, то, что удалось обнаружить на сегодняшний день, они, несомненно, прольют новый свет на проблематику этого вопроса. Несмотря на начавшиеся заморозки и непростые погодные условия, ученые продолжают свою работу. К раскопкам подключили и технику. На научном языке засохший слой расчищает трактор, а уже культурный, который может содержать следы существования человека, дорабатывает вручную. Ученые будут и дальше проводить раскопки, пока не будет осмотрена вся территория, на которой, предположительно, могут находиться следы существования древней культуры. Амина Бокова, Магомед Даскиев, Новости 24. Сроки выдачи загранпаспорта могут сократиться. Это касается людей, которые получают этот документ не по месту регистрации, а по месту пребывания. Сейчас этот срок составляет 4 месяца, а МВД предложило уменьшить его до 3 месяцев. Проект ведомственного приказа об этом размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Распространяться новый срок будет на оформление и выдачу как обычного загранпаспорта, так и биометрического. Срок выдачи загранпаспорта по месту регистрации менять не предлагается. Он так и останется 1 месяц.
Человек, которому мы обязаны жизнью. Пожалуй, главную роль в судьбе каждого играет мама. Несмотря на то, что День матери торжественно прошел накануне, женщины продолжают принимать поздравления с праздником и сегодня. Искренние слова благодарности и безмерного уважения к матерям звучали и в Республиканском детском реабилитационном центре. Тамара Хашагульгова побывала в числе зрителей. У Любы Оздоевой 10 братьев и сестер. Женщины, которая подарила им жизнь, нет уже 15 лет. Но Люба не может говорить о ней без дрожи в голосе. Не у кого спросить мудрого совета. Когда уходит мама, пустоту в сердце тяжело заполнить. Она была очень добрый человек, сердечный. Чистюля была большая, справедливая была. Уважали ее все, наши соседи даже. На следующей улице то ее все мамой называли. Сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим матерям, сколько бы поводов для этого не находили и не придумывали, лишними они никогда не будут. У нас самая лучшая и очень добрая, что я очень сильно люблю и желаю ей счастья, чтобы она жила долго и никогда не плакала и не грустила. Добрыми словами и улыбками, душевными стихами на русском и ингушском языке воспитанники центра пытаются передать свою искреннюю любовь женщинам, подарившим им самый ценный подарок – жизнь. Слонскую шум непогоды услышал своих матерей. Команда теснилась охотой, и боцман присел у дверей. А судно снегами заносит, метели мести и мести. Вот голос молкает, но просит пластинку опять завести. И долго матросам не спится все бегущему, и самым младшему снится, что мама подходит к нему. Не надо заудиться, мах пясок в глаз, не на царам морзу хозу, издаял чемараха, духа дыцинг, я зякяхта отдач, есмали аева дага, штилер хачин гуда, сидишь лерхова шейну, родила дешт кеддок, шашта гайгани, сховай марабу усточку. Мама всегда остается самым любимым и важным в жизни человеком, сколько бы нам ни было лет. Цените и говорите ей об этом, пока есть возможность, призывает всех и Макка Даурбекова. Теплотой и нежностью, которой окружила ее мама, она теперь делится со своими подопечными. Моя мама очень хорошая, добрая, красивая, как и все мамы, да? Она мне дала хороший характер, такого мягкого человека, как я, да, это уже хорошо. Я очень люблю свою маму, хотелось бы ей это тоже сказать. День матери отпраздновали накануне. В Ингушетии его с каждым годом отмечают все масштабнее. Жители с радостью участвуют в празднованиях, ведь все, что связано с матерью, несет в себе счастье и радость. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Ислам Гайтов, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.